алейкум, хайрлах шамлар. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Я рада представить гостей нашей студии. Народный депутат Украины, фракция Европейской солидарности Ахтем Чийгоз. Селям алейкум, хош келдіңіз. Алексей Устенко, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа». Приветствую. Добрый вечер. Нашу беседу с вами мы начнем с следующего информационного сообщения. Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил проект бюджета на 2020 год. Говорят, что это произошло поздно вечером. Премьер-министр рассказал, когда главную смету покажут людям. Давайте его послушаем. Перше – без підвищення податків та із скороченням дефіциту, щоб зменшувати борги, які всі мають віддавати. Ми відходимо від такої практики. Ми будемо більше заробляти всередині країни за рахунок приватизації, внутрішніх та зовнішніх інвестицій, лібералізації ринків. Завтра об 11:00 ми всім складом уряду презентуємо головний фінансовий документ країни в наступному році для всіх українців. Онлайн. Не перемикайтесь. Нравится ли вам бюджет на 2020 год и какие плюсы и минусы вы бы отметили? Ахтемага, начнем с вас. О всех тех минусах в плане того, что были намного не соблюдены даже те позиции, которые они получили как наследство, да, от предыдущей власти. Даже в этих аспектах не соблюдая, пошел откат назад. Мало того, переориентировка произошла, и мы об этом много говорили все это время, пока правительство вносило изменения, поправки, которые там более 2000, по-моему, прозвучали. Да? И все равно перераспределение таким... То есть реальность, они стали говорить о реальности, что, оказывается, нету столько денег, чтобы по $4000 давать зарплату учителям. Оказывается, у нас не хватает на оборону, да, хотя вот то, что все было плохо при предыдущей власти, тратились достаточные средства на оборону, да, действительно большие средства, но при этом, на войну вернее, но при этом, значит, динамично повышались зарплаты. Ну а чем же реальность плоха? Реальность она не бывает плохая, хорошая. Реальность, она такая, которая ты есть. И если ты с этим лозунгом, то есть не лозунгом, а с реальностью идешь на выборы, у тебя сразу получаются минусы. Вместо 73, конечно, было бы при объективном подходе, как сейчас это говорил премьер, если бы они с такой реальностью шли бы, это было бы также в пределах там 20, может, а то и меньше. Алексей, вы согласны вот с такой позицией? Смотрите, бюджет достаточно пессимистический и будет принят с тем учетом, что страна выстоит, даже если рост окажется вот такой, какой он теперь запланирован на следующий год. Безусловно, мы рассчитываем, что большой приток инвестиций все-таки будет в следующем году. На самом деле все искренне верим в том, что война на востоке Украины, она остановится. И, в принципе, этот вопрос будет хоть как-то решен, прекратят гибнуть люди. Мы надеемся на то, что новые законопроекты, которые принимаются, они дадут дополнительный приток денег в бюджет. Это и закон про янтарь, и закон про игровой бизнес, и многие-многие другие, которые мы планируем, будут способствовать для увеличения государственного бюджета. Вот мы и разговариваем, вот да. Последние вот все эти 3-4 месяца разговариваем, и нас не слышат. Это вот, знаете, да, вот такой вот сейчас я с эфира тоже пришел, говоришь, реальность вот такая касательно войны, что нельзя с Путиным играть в эти игры. А кто не слышит? Ну, к сожалению, коллеги, да, вы не слышите? С монобильшости. Вот сейчас об инвестициях. Вот связывается таким образом, да, реальность не оптимистичная. Ну, это правда. Надо научиться на самом деле сперва говорить правду. Когда говоришь правду, получаешь у какой-то части негатив, но никто тебя не обвинит в непоследовательности. Дальше надо говорить правду. Никакие большие инвестиции в страну не придут,
Потому что мы за эти полгода показали еще и слабость свою. Вот у нас была сила, и в нас верили. Партнеры верили. Международный валютный фонд верил. А мы стали говорить, что мы очень умные, да? Я имею в виду те, кто сейчас сформировал команду. Мы стали подвешивать вопросы и с Приватбанком, и с валютным фондом, что мы сами тут все справимся. Мы стали говорить о том, что мы 40% дадим там за 5 лет прирост, да, ВВП. Вот это все есть дальше хайп ловить. Это слово придумано не нами. По поводу государственного бюджета, да, по поводу хайпа и всего остального. Мы же понимаем то, что, еще раз повторюсь, этот бюджет, он самый пессимистический. Давайте посмотрим то, что будет в следующем году, посмотрим, как будет идти ситуация, и мы надеемся на то, что она будет двигаться в правильном направлении. По поводу Приватбанка президент четко сказал, это сказал и президент, да, и глава офиса президента касательно того, что ситуация по Приватбанку решена, и она не будет меняться. Будем надеяться. И помимо этого всего мы понимаем то, что Международный валютный фонд – это кредитные деньги, которые потом надо будет отдавать. Точно так же, как и ОВГЗ. Это не может быть механизмом наполнения бюджета. Сейчас, вот реплику только скажу. Вот смотрите, опять возвращаемся. Я понимаю. По Приватбанку. Мы сперва полгода нас по судам, как государство, затащил олигарх. Которого поддерживали в администрации президента, офисе. Никто в офисе президента олигарха не поддерживал. Ну, это тогда опять-таки, вот слепость и глухость. Мы спорим с вами про разные вещи. Не, я не как спорю. Весь мир видел, если еще раз я есть не решение спорю. суда Я касательно того, что Приватбанк не будет возвращен. Есть решение... Есть позиция президента, есть позиция главы офиса президента. Ну, вот так и не получается. Мы вот обсуждаем невозможные вещи. Есть стабильность, да? Стабильность определяется последовательностью, да? Чтобы нас понимали наши партнеры. Последовательность такова, я же не перебиваю, когда заявили коллега, по поводу... Я же не перебиваю, когда говорим, да? Вот давайте, пусть это будет культурно. Так вот, я когда говорю о том, что мы нарушили последовательность, я имею в виду, вот эта команда показала, что можно все подвесить. То, что у нас суды шли, и мы эти суды ряд проигрывали по Приватбанку, а потом Приватбанк, руководство и Национального банка подавало иски, и мы возвращались на правильные позиции, да, на справедливые позиции. Но это все время, это называется откат от последовательности. Что касается сегодняшнего бюджета, мы его еще не видели. Мы опять услышали от премьера, что все сбалансировано и учтено. У нас вопросы появятся наверняка завтра. Я весь день пытаюсь обещают в ближайшее время опубликовать уже этот бюджет, и мы его обсудим. Да, мы его обсудим. Я просто вот вы затронули слово хайп, и я бы хотела вот на этой теме остановиться и чуть-чуть поговорить, потому что есть действительно о чем поговорить, а именно журналист Станислав Речинский опубликовал информацию о якобы драке между главой СБУ и руководителем офиса президента Андреем Богданом. В последнем уже успели отреагировать. Давайте посмотрим. Команда Зе пішла в рознос. У середу на Банковій побилися Баканов і Богдан. Богдан з того часу на роботу не виходить. Причина конфлікту – призначення начальника ГСУ СБО. Богдан хотів нескоромного. Баканов – Вовка. Богдану вибили зуб. Ми спростовуємо цю інформацію, хоч в особливому спростування вона не потребує, бо є вигаданою від початку і до кінця. В черговий раз надбанням громадськості став фейк, не заснований на жодному джерелі, який заслуговував би хоч якусь довіру. Ну и руководитель офиса президента Андрей Богдан обновил на своей странице в Facebook главную фотографию. И давайте посмотрим и фото, и комментарии под фото. На світлині керівник Офісу президента нібито з вибитими зубами й синцями на обличчі. Світлину сприйняли геть неоднозначно. Так Сергій Смальчук написав: «Моя матінка в таких випадках казала, як в голові нема, то в с**ці не позичиш». Максим Прижимов пише: «Добре, коли є почуття гумору». Дописувачка Мар'яна П'єцух жартує: «Зате СММщики стоматологічних клінік матимуть предмет, перепрошую, об'єкт для реклами». Ну вот хайп хайпом, но не кажется ли вам, что хайп заходит слишком далеко?
Ну, я считаю, что вот данная ситуация – это демонстрация того, когда неправдивая информация сливается в разные СМИ, которые позиционируют себя с разных сторон как самые честные и независимые. Мы понимаем, что это действительно бред. Ну да, так и сделал, в принципе, Яременко, как он это объяснил, да, но дает ли это право тому же народному депутату, да, и руководителю офиса президента так себя вести, тем самым, возможно, дискредитировать? Касательно Яременко, тут, если мы эту ситуацию задвинули, я считаю, что действительно это ненормально, но и ненормально то, что выставляются личные переписки на показ. Я понимаю, что действительно аморально для главы комитета международной политики, да, действительно вот такое вести такого рода переписки. А для Богдана такая фотография? С разной стороны на это смотреть, но я расцениваю фотографию Богдана как юмор. Я не вижу в этом ничего сверхъестественного. Давайте мы так, на мой взгляд, вот такие хайпы, наверное, очень необходимы для президента и администрации, офиса. Почему? Я свое мнение сейчас говорю, мне что-то кажется, что это все так идет, вот, знаете, очень управляемо. Потому что мы теперь вместо, мы бюджет уделили там 3 минуты, да, общались, да, вот, мне бы интересно было бы поспорить, высказать точку зрения. А теперь сколько у него зубов выпало, не выпало, да, мне, честно говоря, глубоко на это наплевать. Но сам факт того, что это не первое, это началось с момента избрания, когда вот это вот отвлекание, да, целенаправленно идет для публики, вот, чтобы people, как это вот выражение, опять-таки с той командой, чтобы people хавал, да, вот это все идет, понимаете? Вы думаете, это специально делается? Я думаю, что вот такие вот, я согласен с тем, что, к сожалению, в монобильшести и в формировании команды президента достаточно таких, как это правильно, казусом я это не назову, а вот таким вот пренебрежением, да, к институциям власти. Люди находятся там. Но оно настолько, мне кажется, управляемым, что мы теперь неделю обсуждали один скандал, потом второй скандал. До этого мы еще неделю обсуждали еще одни скандалы. А в это время нам потихонечку за победу втюхнули капитуляцию, отступление. Про разведение Понимаете? я как раз-таки хотела поговорить. К более серьезным темам давайте тогда перейдем. А именно, разведение сил в Петровском может состояться уже 8 ноября. Это удастся сделать лишь при условии соблюдения прекращения огня. Об этом во время брифинга заявил представитель Украины в СЦКК. Давайте послушаем. Починаючи з 30 числа, по завершенню 7 днів, це буде 6 листопада, 7 числа проходить верифікація припинення вогню, як ми вже заявили, і ОБСЄ щодо режиму тиші протягом 7 днів і повідомлення СММ ОБСЄ. Із 12.00 8 листопада Збройні сили у разі дотримання припинення вогню зможуть практично розпочати практичні заходи щодо розведення сил і засобів на цій ділянці розведення. Ну и действительно, в обществе мнения по поводу разведения войск разделились. Одна часть устраивает протестные акции, выходит на площади и говорит, что это капитуляция. Другая же часть украинского населения и правящая партия, президент говорит, что это путь к миру. Вот действительно ли так, оставлять и отходить от своих же территорий, это путь к миру? Ну, смотрите, по поводу пути к миру я не сильно люблю комментировать тему войны, потому что я считаю, что все-таки это такая прерогатива непосредственно президента, наверное, министра обороны, министра иностранных дел, оборонного комитета. Но касательно разведения войск, мы понимаем, что вся та ситуация, которая была с 2014 года, она никуда не привела. То есть у нас не мир и и не война. То есть мы понимаем, мы не хотим, чтобы гибли люди. А большинство людей, которые находятся на той стороне, они хотят вернуться на территорию Украины. Я думаю, что точно так же, как и в Крыму, много жителей Крыма хотели бы вернуться назад в Украину. И мы должны любыми путями идти для того, чтобы
во-первых, вернуть свои территории, а во-вторых, установить мир. И это касается не только Донбасса, но и вернуть, безусловно, Крым в том числе. А как вы видите возвращение территории, отходя от своей территории? Ну, а каким образом вы видите продолжение всей этой истории? То есть мы должны понимать то, что есть два пути решения конфликта. То есть либо мы идем дипломатическим путем, либо мы идем путем войны. Путем войны это жертвы, это я не уверен, насколько мы можем там физически забрать силой территорию Донбасса или территорию Крыма. То есть мы все же это прекрасно понимаем, с каким агрессором нам приходится сталкиваться. И поэтому я думаю, что вот тот дипломатический путь, по которому мы идем, он самый правильный. Я не хочу комментировать конкретно какие-то ситуации, где-то есть свое мнение, где-то его нету, поэтому я считаю, что для того, чтобы не навредить, да, как доктор, лучше всего не навредить. Я думаю, что президент... сегодня... Мы должны дать право президенту. Понятно, это касается всех. Понятно, точка зрения. Право у президента есть еще и такое право, как главнокомандующего. И тут, например, есть многие депутаты, часть из слуги, которые, я думаю, что имеют свою точку зрения, но решения принимаются руководством партии и командой президента, и они неоднозначные, воспринимаемые в своей фракции. Но когда, чтобы не навредить, нужно консилиум собирать. Не только тех, кто, извините, там лизоблюдством занимается в окружении президента, или конкретно, которые тащат свою линию поведения на смирение, на примирение с Россией, да, с врагом, а тех, которые умели стоять и остановить столь чудовищного врага, и при этом еще и выиграть всю дипломатическую борьбу на международных площадках. Мы ее выигрывали эти 5 лет. И я даже, находясь не в Украине, а в руках у врага, я чувствовал и видел это, как Украина выигрывает международные площадки. Так вот, нужно советоваться, консилиум собирать из тех профессионалов, даже если ты лично имеешь какие-то свои предвзятые отношения. Вы даже имеете в виду сейчас Порошенко? И не только. Конечно, в первую очередь его как главнокомандующего. Сейчас, секундочку. Несмотря на свои личные предупреждения. Я понимаю, на выборах мы шли, а вы шли с лозунгом «мир любой ценой», да? Неоднозначное отношение было ко многим таким вот месседжам с окружения, да? Что там главное человеческая жизнь и так далее, ценность, да? Нет, не так. Главное, как человек прожил эту жизнь, а не сколько он ее прожил. Секундочку. Да. Так вот, возвращаемся теперь к так называемому разведению. Сегодня играть в эти игры с Путиным, это не только себя обмануть, но еще и обмануть народ, и еще и потерять уважение среди партнеров международных. С партнерами международными надо иметь очень сильные аргументы, чтобы они тебя поддерживали. Что касается дипломатическим или военным, если я можно, коротко. Да. Мало времени, вот хотелось, дипломатическим чтобы все, путем, успели. чтобы выигрывать, Тамара. дипломатическим путем, нужно дипломатию иметь. Но когда у нас министр иностранных дел до обеда делает одно заявление, потом другое заявление, да, в офисе президента постоянно звучат месседжи, которые потом через какое-то время президент что-то отменяет. Или, да, если можно, я отвечу. Алексей, и да. самое последнее. На линии разграничения мы тоже 5 дней поездили. Главнокомандующий страны, которая воюет, манипулировать мнением людей не имеет на это права. Алексей. Да, по поводу международных партнеров. Я хотел в первую очередь сказать, что у Украины, как и у любой другой страны, нету друзей. Есть временные союзники. Мы видим, как Европа одной рукой нам помогала, второй разрешала строить Северный поток, и как многие страны пытаются вернуться на российский рынок, в принципе, не особо обращая внимания на санкции. Это что касается международных партнеров. Что касается
Порошенко и дипломатии. Я искренне считаю вас самым конструктивным крылом в партии Порошенко, но я не считаю, что человек, который... Я не суд, но я не считаю, что человек, который... окружение, близкое окружение которого участвовало в разворовывании армии, в заработках на войне, в гибели людей, те, кто сдавали интересы Украины, что они имеют хоть какое-то малейшее право в принципе влиять на эти процессы. Искренне. Потому что мы же все помним все эти скандалы, сколько там бронежилетов поставлялось. Я сам знаю многих ребят, которые стояли на фронте, отвоевывали фактически с нерабочими автоматами, отвоевывали наш мир. Все это мы полгода наш мир. И мы должны помнить еще касательно того, что первые... Наверное, это было 2 года, у Порошенко был огромный кредит доверия. Вспомните, когда были военные действия, никто не выходил в центр Киева с митингами против Порошенко, против гибели людей. Никто не мог себе даже позволить что-то сказать, потому что все понимали, что президент делает максимально для того, чтобы у нас было мирное небо. Но, к большому сожалению, дипломатия президента свелась к банальному воровству, потому что одна рука была на сердце, а другая шарилась по карманам. Это все опять лозунги, выборы прошли. Что касается теперь несколько реплик. Возвращаясь к разведению, все-таки я хотела... Сейчас, Гульсум, я не могу не ответить. Ну, во-первых, мирное небо на большой части Украины Порошенко, как главнокомандующий, как президент, обеспечил. Он остановил вместе с добровольцами, вместе с волонтерами. Это не он остановил, это остановил. Но я же не перебивал, я мог через каждое слово перебивать. И добровольцы, и волонтеры, и за это время дипломатическая работа на международных площадках, подготовка армии, смена добровольцев армии на линии соприкосновения, демонстрация передового оружия врагу, да, в первую очередь, и партнерам. Партнеры, которые, вопреки всем нежеланиям Путина, очень большой работе и в Америке, и в Европе, джавелины нам дали. И другие союзники нам помогали и давали нам, и вооружение давали. Почитайте всю хронологию. Что касается того, что предъявлялось, как все плохо. Вот это я сейчас опять услышал и опять окунулся в выборах. Это отрабатывалось. Вот в отличие от вас, я лично слышал с его ближайшего окружения, как они ненавидели и боялись Порошенко. А вы здесь варились в мирной жизни, и вы устали от войны. Не бывая на войне, вообще не соприкасаясь с теми трагедиями, которые миллионы людей задело, да? Так вот, мир любой ценой, на коленях. Это война для всей Украины и порабощение. Может, кому-то из вас такое порабощение нравится, как и в Крыму вначале понравилось. Все блага с неба, мы это все видели там, да? Но потом ты оказываешься еще в большем рабстве, чем те, кто борется. Алексей. Да. Я отвечу, да, на реплику. Да не надо. Касательно... Я отвечал на вашу реплику. Да. Если мы будем сейчас с репликами боялись отвечать... ли войны? Да, и мы перейдем потом на следующую огромное количество моих знакомых были на фронте, защищали точно так же страну. Я хочу сказать, что это заслуга людей, которые фактически шли туда голые и босые. Реально, 14-15 год не было ничего. Были советские машины, советские эти. Но вы голосовали за Януковича? Вот вы голосовали за Януковича. Сколько вам лет было, когда Янукович баллотировался? Я не мог тогда голосовать за Януковича, да? Но я искренне не поддерживал господина Януковича. Большинство в этой стране вот из таких соображений проголосовало за Януковича, а сейчас присоединилась к другим и говорит, что он преступник. Сколько времени надо для того, чтобы вы увидели реальность и поняли? Живем с вами в разной стране. Конечно, потому что вы жили в благополучии, а мы остались на оккупированной территории. Поэтому у меня в этом и вопрос касательно того, что, к чему привела политика Петра Алексея. Я не хочу трогать выборы, не хочу... Мы о выборах говорим. Вопрос войны. Если скоро будут выборы, мы к этому придем. Сейчас давайте... Мы должны дать кредит доверия президенту
для того, чтобы он продемонстрировал свою работу. Если это будет плохая работа, критиковать будем и мы. Нет, если это будет хорошая работа, то тогда и поддерживать должны тоже вы. В том, поэтому я предлагаю перейти к следующей теме, потому что это бесконечно. Разница только в том, что вопрос «плохая работа» обернется сотнями тысяч трагедий плюс. Ну, и крови. В секундочку, не обернется не будет сотнями так. тысяч. Вот плохая работа, цена вот эта, когда ты воюешь с агрессором. Не обернется когда 2 разведения в 100 тысяч жертв. Я имею в виду плохая работа, все вместе. Когда ты воюешь, либо ты находишь инструмент, побеждаешь врага, либо сдаешься. 70. Вот отступать на своей территории, мы это сейчас сдача перейдем просто в лозунги. 73% населения выбрало из тех, кто президента, пришел и на фоне того, что вот были лозунги, что все в этой стране плохо. Доверия. И вот Вы еще не знаете, что такое про разведение доверия. войск. Разведение войск на Донбассе — это было предложением Владимира Путина и условием для встречи в нормандском формате. Это стоит признать, да, и в том числе подписание формулы Штайнмайера. И уже у Путина говорят, Путин заинтересован в проведении встречи в нормандском формате. Впрочем, при одном условии, опять еще одно условие. При 5. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Песков. Давайте послушаем. Президент неодноразово повторював, що готовий до будь-яких зустрічей. Він зацікавлений у продовженні самітів у нормандському форматі. Але він очікує результатів підготовки та чекає, коли умови безпосередньо приведуть нас до термінової необхідності зустрічів лідерів нормандського формату. Вообще, нужна ли нам встреча в нормандском формате, если условия Путина не прекращаются? До каких пор можно идти на эти условия? Алексей. Я считаю, еще раз повторю, что, безусловно, должна работать дипломатия, безусловно, мы должны работать над тем, чтобы вернуть назад свои территории, и любые методы максимально возможные То есть стоит выполнять эти условия? Ну, безусловно, стоит. Я думаю, что если это они не будут переходить красные линии, там, где будет сдача территорий, сдача наших национальных интересов, то, безусловно, их нужно будет выполнять. Алексей, я одно только желаю вам, молодым. Чтобы такого преступника, как Янукович, снять, вот в буквальном смысле, снять с шеи этого многострадального народа, да, Украины, молодые ребята, которые тоже еще не все имели право голоса, они погибали от пуль врагов здесь на Майдане. Да, ну, вот я не перебивал. Вы же не знаете, был я там не или перебивал. нет, поэтому... Не в этом суть. Я тоже там был, и вы, наверное, были, приходили. 30 секунд. Тем более, если мы там были. Так вот, мы должны понимать, что переговоры вести – это одно, а стремиться к хайпу и на коленях уметь стоять перед врагом – это другое. Давайте стоять, и нас будут дальше уважать, как уважали эти 5 лет и международные партнеры, и страны, и народы этих стран. С огромным удовольствием, к чему мы и стремимся. Спасибо большое. Алексей Устенко, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа». Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность», были гостями нашей студии. Чухсагун, спасибо вам большое. Оставайтесь с Первым крымско-татарским. Далее новости. Корж Генчик.